Турнір по рукопашным бою імя былога курсанта военной академии Дмитрия Гвишияни, уладальніка ордена за асабістую мужнасць пасмяротна, прыводзіцца ў Брэсце ўжо 15-й год запар. У 2017-м спаборніцтвы атрымалі статус международных. Основная цель, конечно, турнира – это дать возможность проявить ребятам себя, показать свои лучшие качества, популяризировать здоровый образ жизни, ну и, конечно, почтить память героя нашей страны Дмитрия Гвишияни. Первые года существования нашего турнира – это было первенство Брестской области и чемпионат Брестской области по рукопашному бою, что в дальнейшем развило такой вот прекрасный турнир, на котором сейчас собираются более сотни спортсменов хорошего уровня. Ганаровые гости спаборніцтваў – бацькі Дмитрия Гвишияни. Вот эти виды спорта, панкратион, армейский рукопашный бой, ушу, они являются теми видами спорта, которые воспитывают будущих и настоящих защитников Отечества. Вот. Они воспитывают мужество. И спортсмены, которые занимаются этими видами спорта, они действительно в дальнейшем будут служить и будут достойными защитниками нашей Родины. Перед кожным з удзельнікам задача максимум – перамагчы болельшчыкі на трибунах и соперники на татами. А гэта 90 спортсменов. Я решил заниматься рукопашным боем, потому что я считаю, что это как и для себя, так и, может быть, для профессионального будущего. В течение года принимаю участие, активно участвую, занимаю призовые победительские места. Я уже выступаю на этом турнире второй раз. В первом я стал чемпионом. И в данный момент я вышел в финал. Рукопашным боем займаюся, напевно. Рукопашным боем займаюся уже 6 гадоў. Падабаецца тым, што гэта мужчынскі від спорту. Трэба мець моцны характар, сілу волі мець, каб выступаць на такіх спаборніцтвах. Судзейства тут на высокім узроўні. Вельмі добра прынялі. Было б больш такіх спаборніцтваў, было б значна лепш. У наступным годзе ў Брэсце чакаюць яшчэ больш спартсменаў і плануюць пашырыць геаграфію краін-удзельніц. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».